Никто из тех, кто в 1992 году присутствовал на сессии Верховного Совета, не мог тогда предположить, что все экономические ресурсы Таджикистана окажутся под контролем одного клана, что местничество и регионализм не только не будут устранены, но лягут в основу кадровой политики, что коррупция разрастется и станет системным явлением, охватив всю властную вертикаль, что сотни тысяч таджикистанцев вынуждены будут искать спасение от нищеты, выезжая на заработки за пределы своей страны. Как президент и председатель Верховного Совета он руководит страной уже 28 лет. Это самый несменяемый из действующих лидеров постсоветского пространства. В Таджикистане вокруг личности президента сложился культ со всеми необходимыми атрибутами. С 2016 года оскорбление главы государства считается уголовным преступлением. И это несмотря на то, что правозащитники всего мира и главы демократических государств признают самого Рахмона диктатором, уничтожающим политических оппонентов и подавляющим любое инакомыслие под лозунгами борьбы с радикальным исламизмом, а его режим – коррумпированной диктатурой. В государственных СМИ Рахмона сравнивают с солнцем. 16 ноября ежегодно отмечается общегосударственный праздник – День президента. В парламенте в его честь читают стихи. В стране нет статуи Рахмона, но едва ли не на каждом углу висят его портреты или цитаты из его речей. Историческая сессия, которую вся республика с легкой руки президента Рахмона сейчас отмечает как национальный праздник, стала трагедией обманутых и расстрелянных надежд на мир. Открыто демонстрировать религиозность в таджикских городах не принято. Борода у мужчины или хиджаб у женщины – это уже само по себе повод для ареста. Мусульманское духовенство всецело контролируется государством, как в советские времена. Официально в Таджикистане действует закрепляющая свободу совести и вероисповедания демократическая конституция. Легально существует больше десятка партий, на альтернативной основе проводятся выборы разного уровня. Но противники режима Рахмона настаивают, что все это лишь ширма. Тем более, что согласно информации от Wikileaks, сам Эмомали Рахмон и вся его семья вовлечены в коррупцию таких масштабов, что доходы этой семьи превышают доходы всего Таджикистана. И происходит это только потому, что они воруют доходы страны себе, а население пусть экономит. Напомним, что каждый раз, когда режим тирана чувствует накал ситуации, он напоминает народу Таджикистана о трагедиях гражданской войны, тем самым как бы успокаивая недовольство народа. Так как у руля стоит вороватый дедуля, который высасывает деньги из своей страны и объявляет себя лидером наций, основателем мира и национального единства. По мнению экспертов, в странах Центральной Азии ужесточение преследований за инакомыслие и ухудшение экономической ситуации могут привести к массовым народным волнениям, а рост исламских настроений в регионе в общем и в особенности в Таджикистане может сыграть решающую роль в направленности этих волнений. И это вполне естественно вызывает беспокойство тиранических режимов центральноазиатских государств и их покровителей. И в этих условиях не создается общество, способное противостоять идеологической обработке радикалов. Наоборот, скорее удобряется почва для нового взрыва потенциальной пороховой бочки. И никто не может гарантировать, что со смертью Рахмона не случится новая гражданская война, как это случилось после распада СССР. Помним, что российские спецслужбы в сотрудничестве с таджикскими спецслужбами уже в течение многих лет занимаются выслеживанием нелояльных режиму Рахмона граждан Таджикистана, проживающих на территории России. Очень жаль, что вместо развития Таджикистан продолжает утопать в болоте, созданном властями, а население является заложником одного из членов клуба диктаторов, привыкшим к власти, роскоши и богатству и готовым ради них на все, даже пожертвовать благополучием собственного народа. Параллельно с тем, как обогащается семья Эмомали Рахмона, продолжает расти и внешний долг Таджикистана. Главным кредитором республики является китайский Эксимбанк. Ему принадлежит более половины от общей суммы внешнего долга Таджикистана. И дабы расплатиться со своими азиатскими соседями, Эмомали Рахмон отдал Пекину часть природных ресурсов своей страны. Но говорить плохо про президента Таджикистана нельзя, потому что за это и в тюрьму можно сесть. По итогу мы имеем неприятную ситуацию. Страна с красивой природой и трудолюбивыми людьми, находящаяся на стыке цивилизаций, стоит сегодня на грани.
Таджикистан продолжает удерживать звание одной из самых бедных стран в мире. Вот уже 26 лет под четким руководством Эмомали Рахмона в стране правит диктатура, тирания, обскурантизм, отрицающий права и достоинство человека, законы и конституцию, коррупция и местная клановая дискриминация. И продолжаться это будет, пока в стране не сменится власть. Но будущее страны зависит только от выбора самих граждан Таджикистана.